Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на понедельник, 5 сентября. Смотрим по очереди все знаки. Овны. 5 сентября, понедельник. События дня покажите мне для овнов. Так, овны. Первое, что я увидела, это удача, подкова. Дальше череп, плохое самочувствие, посещение, может быть, медучреждения, неприятность, расческа, рыба, скользкое дело, прибыль, финансовые поступления, сундучок, свидание, ну, или приятная встреча, если у вас свидания не может быть. И проверяем горизонтали и вертикали. Кораблик нельзя. Не вижу я ни горизонтали, ни вертикали. Получается, у вас в этот день удача, подкова вам сопутствует, да, вот несмотря на то, что есть здесь и неприятность, и какие-то проблемы со здоровьем, и скользкое дело, возможно, благодаря удаче, да, вот не зря же она выпала, показывает, что вот как-то все это для вас разрешится, да, и неприятность, может быть, вы сможете предотвратить, и самочувствие улучшите, да, зная уже о том, что, может быть, вы занимаетесь здоровьем, да, то есть показывает, что вы улучшаете самочувствие, и скользкое дело, обман получится у вас обойти стороной. Ну, я надеюсь, да, потому что все-таки удача, если бы удача не выпала, тогда бы я сказала, ну, тут надо прям быть очень осторожными, а так, возможно, вам она поможет. Еще из плюсов у вас выпадает поступления финансовые и какая-то приятная встреча, свидание в этот день, да, так что, видите, есть не очень хорошие события, но есть и приятные. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы, что у вас? 5 сентября, понедельник. События для тельцов покажите мне, что в этот день будет у тельцов. 5 сентября. У вас первая выпала корона. Корона показывает какого-то очень важного, влиятельного человека. Вы с ним можете общаться, созваниваться, встречаться, как угодно. Неприятность может произойти в этот день. Ссора, небольшая ссора. Может быть, это и будет неприятностью. Тут, видите, меч нельзя было сделать. Если кому-то интересно, да, то есть почему я не сделала? Потому что нельзя. Тайна, открывается информация. Либо еще может проиграться замок и неприятность, что-то закрыто от вас, да, то есть какая-то преграда, препятствие, приехали и закрыто. Не можете попасть в какое-то место.
Удачу нельзя. Подарок. Тайная встреча. Тайное свидание. И деловая встреча. Скорее всего, эта вот встреча будет тайная, которая она будет связана с работой, с делами. И показываете, что вы то ли получаете там подарок, то ли дарите подарок. Какой-то презентик. Интимная связь может быть в этот день. Здесь нет, нет. Время нельзя. И события в доме еще вот есть. Какое-то событие. Получается у вас с утра общение с каким-то очень важным человеком, влиятельным. Неприятность, ссора. Откроется какая-то информация. Может быть интимная связь, тайное свидание, встреча в этот день, подарок и события дома. Вот столько у вас событий выпадает на понедельник. Благодарю за внимание, тельцы, и перехожу к близнецам. Близнецы, смотрим. 5 сентября. Близнецы. Понедельник. События дня покажите мне. Угу. Неприятность. Что-то она преследует всех. Это неприятность. Застолье, бокал. Ножницы, решится какое-то дело. И карта успеха. Лавровый венок, венок победителя. Ну, то есть решатся вопросы в вашу пользу, победа для вас. Так, смотрим. Горизонтали, вертикали. Еще сейчас посмотрим. Яблочко есть, слезы. Смотрите, да, то есть здесь неприятность может довести вас до слез. Видите? Будет очень обидно. Может быть, это по вашей какой-то вине произойдет, да, это неприятность. Так, получается, смотрите, в этот день 5 событий. Показывает первое, причем произойдет, скорее всего, в первой половине дня, да, то есть какая-то ситуация. Вам надо быть просто внимательными, осторожными, да, чтобы ее избежать. Следить за своими действиями, может быть, удастся как-то вот обойти ее стороной. Неприятные слезы, затем показывает, может быть, застолье вечером. И еще точно в этот день решатся вопросы для вас очень успешно. Но это вот все, что касается дела, работы, в основном ножницы показывают.
Так что вот такая информация. Ножницы — это еще может быть стрижка. Иногда события, да, вот прям в лоб, скажем так, нам показывают, да, то есть расческа и ножницы. Пойдете подстригаться. Так, хорошо. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу дальше к ракам. Смотрим, что у раков. Раки, 5 сентября, понедельник, события дня. Слезы. Могут быть и слезы радости. Победа, да, видите, очень похоже на то, что это слезы радости от какого-то результата, достижения победы. Неприятность, ну это какой-то ужас. Каждый знак выпадает, это неприятность. Что за день такой? Надо посмотреть, что там происходит с планетами. Так, значит, неприятность. Какая, не могу сказать, да, то есть по вашей вине, не по вашей, в этой колоде непонятно. Надежда, но есть надежда на то, что все разрешится, уже хорошо. События в месяце. Какое-то событие, которое повторяется каждый месяц. Вот может, кстати, вот эта неприятность, она будет связана с этим событием. Видите, они рядом выпали. Могут проиграться вместе. Так, смотрим здесь. Получение информации. То есть на телефон может прийти какая-то смс-ка или на электронную почту. Это новость, которая приходит, да, вот через сеть. Решится какое-то дело. Шарики нельзя. Верность, гармоничные отношения в паре. В понедельник. Интимную связь нельзя. И сундучок тоже нельзя, потому что здесь зафиксирована карточка. Значит, смотрите, рассказываю. У вас, получается, выпадают первые слезы. Я думаю, что это будут слезы радости от какой-то победы. Дальше происходит неприятность. Она может быть связана с событием, которое происходит с вами каждый месяц, возможно, в начале месяца. Но есть надежда, что вы это сможете решить, разобраться с этим. Также приходит информация. Вы решаете свои вопросы, да, то есть вот, как я и говорила, что надежда есть. Я думаю, что вот эта ситуация, она разрешится по ножницам. И верность показывает, что хорошо будет в личной жизни все в этот день, вечером. Так что, раки, вот такая информация. Да, есть тут, как говорится, и хорошие события, плюсики, да, победа, любовь, решение. Но есть и минусы. Кстати, слезы и неприятность, то могут быть слезы минус, да, связанные с неприятностью. Так тоже может быть, потому что, видите, в принципе, одинаково. Даже к расческе ближе слезы, чем к флагу. Так что может какая-то неприятность даже вас до слез довести. Переходим дальше к львам. Смотрим львушек. Львы, 5 сентября. Понедельник. События дня.
ножницы. Решится какой-то у вас вопрос в этот день. Ожидание. Возможно, придется кого-то или что-то подождать. Пустые разговоры. Пока будете ждать, можете с кем-то поболтать. Яблоко нельзя. Змея. Возможно, пустые разговоры будут со змеей. Змея, смотрите, это может быть человек опасный для вас, да, потому что может ужалить, да, ядовитый. Также это может быть еще, например, просто человек по году рождения змея, да, или, например, связан с медициной, или похож на змею. То есть тут может и так прыгать, потому что у вас, видите, показывает, что хорошее событие рядом со змеей ложится. Не похоже, что человек вас будет жалить, то есть похоже, что это просто вот внешне как-то ассоциируется со змеей. Так, проверяем теперь горизонтали, вертикали. Успех, есть еще лавровый венок. Будет какой-то успех. Ну, тут у вас, видите, есть и решение вопросов, да, то есть успешное разрешение вопросов. Обман. Маска. Кто-то в маске. Ага, смотрите как. Змея рядом. То есть человек, который вам завидует, например. Да, то есть змея это может быть завистник. Завидует, недолюбливает вас. Одевает маску. Да, то есть одевает на себя маску и любезно с вами общается, да, по колокольчику. Но на самом деле внутри этот человек змея. Да, то есть ну, он для вас в принципе опасен. Вот, ну или он, она, неважно, я говорю о человеке. Обратите внимание, то есть, возможно, вот вечером вы будете общаться с каким-то человеком, который надевает на себя маску при общении с вами. Так, значит, получается в этот день успешное разрешение вопросов, дел, ожидание, пустые разговоры и встреча, общение со змеей, да, то есть человеком, который вас обманывает. То есть он с вами хорошо общается, но на самом деле вы ему не очень-то и симпатичны, я бы так сказала. Так что, или вы присмотритесь к своему окружению, с кем вы там будете вечером общаться. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Девы. События для вас. 5 сентября. Понедельник. События дня. Понедельник, девы. Так, первое, что я у вас увидела, это слезы. Ну, пока расстраиваться не будем, посмотрим, что дальше. Череп показывает плохое самочувствие. Может быть, что-то болит, да, то есть вот больно до слез. Или еще может показывать посещение медучреждения в понедельник утром и, возможно, какая-то болезненная процедура, опять же, до слез больно, да, там какая-нибудь, не знаю, все что угодно может быть, удаление, прокол какой-то, отрезание. Подарок. Ну, смотрите, тут мог быть и подарок, а мог быть и слиток, да, то есть встреча. Смотря, что вы первое увидели. Мне первый бросился в глаза подарок, поэтому я его ставлю. Если вы увидели свиток, значит, у вас проиграется встреча. Колодец нельзя, слава богу. Змея.
Змея может быть, кстати, медик. Да, вот рядом с темой болезней, медицины, здоровья. Это может быть какой-то медицинский сотрудник. Да, то есть лаборант, не знаю, врач, доктор, санитарка какая-нибудь, не знаю, кто угодно, медсестра. Дорога. Если мы не берем врача здесь, да, тогда это какой-то опасный человек в дороге. Да, то есть, возможно, вы куда-то будете ехать, и да, вот в окружении вашем будет человек, от которого можно ожидать опасности, змея. Удача. Так, проверяем. Горизонтали, вертикали. Ссору нельзя. Деньги. Мешок с деньгами. Ну, тут сложно сказать, да, то есть это могут быть как поступления, так и траты. Если сундучок показывает прибыли, да, то вот мешочек может и так проигрываться. Может быть, траты на свое здоровье. Флаг, победа. Победа, выигрыш, финиш. Да, еще если это поездка, прибытие, финиш. Доехали до места назначения. Возможно, поездка, да, длительная. Выехали днем, а приехали аж вечером. Так, и получается, смотрим, у вас в этот день тема медицины, здоровья может быть актуальна. Череп выпал. Траты, слезы, подарок, удача, дорога, встреча со змеей и финиш, победа, достижение какое-то. Да, то есть хороший результат. Вот такие события, девы, на понедельник. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весовых до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставлю для вас под этим видео в описании. Можете прокрутить вниз, найдете, нажимаете, переходите и находите свой знак. Если не хотите искать, не знаете, где и как искать, можете тогда оставлять запрос в комментарии. Я оставлю в комментарии для вас ссылку. Жду вас во второй части.